Перебои в водоснабжении на улице Чернышевского для жителей Дядькова стали уже традицией. Стабильно 2 раза в год. На улице проживает более 70 человек. Жалуются и на качество воды. На сегодняшний день проведены работы, то есть подготовлена проектно-сметная документация. Цена вопроса 330 тысяч рублей. Спасибо правительству. 70% правительство нам поможет, 30% мы находим у себя в бюджете. Работы завершим до конца лета. Еще одно коллективное обращение от жителей Рогнединского района. Из-за изменений в расписании село Вороново фактически осталось без автобусного сообщения. Транспорт в населенный пункт не заезжает. Преодолевать расстояние 9 километров от трассы – проблема. Нашли перевозчика, который это все осуществит. Мы с ним провели переговоры и, соответственно, исполним просьбу это жителей. Внесем в реестр изменения и новое расписание. Обеспечение жильем детей-сирот – одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. В минувшем году 300 ребят получили ключи от собственных квартир. В 2018-м еще 420 человек станут новоселами. В Брянской области большинство квартир приобретают на первичном рынке. Это очень важное такое направление федеральной власти. Ну и, конечно, из местного бюджета тоже большое количество денег. Это вот если брать, сравнивать субъекты, то в Брянской области традиционно и в прошлом году, и в этом году, конечно, на это очень важное внимание обращается. Областной центр прирастает новыми микрорайонами. Ведется комплексная застройка старого аэропорта. Местным жителям не обойтись без нового детского сада. На сегодняшний момент уже часть построена, уже есть 2 этажа. Поэтому сейчас проводятся определенные работы, которые связаны именно с выбором подрядной организации. К Новому году детский сад примет малышей. В Брянской области ликвидированы очереди в дошкольные учреждения. Все ребята от 3 до 7 лет обеспечены местами. Следующий шаг – создание ясельных групп. По этому году мы будем делать 4 детских сада. 2 в Брянске, и еще будут 2 в районах. Это в Камариче и в Почте. Мурат Зязиков акцентирует, ни один вопрос не будет снят с президентского контроля, пока полностью не решен. Вопросы различные, вопросы и социальные, вопросы обустройства населенных пунктов, вопросы местного самоуправления, вопросы, которые предыдущие проходили, приемы, они держатся на контроле. У нас по Брянской области неисполненных поручений нет. Работа с обращениями граждан в приемной президента будет продолжена. Елена Лыщицкая, Андрей Мазунин. События Брянск.